Перший объект, на який была ажыццёўлена атака, по данных легенды, вучэнняў стаў гідратэхнічны вузел на раке Мухавец. Стаіць задача знішчыць тэрарыстычную групу, якія захапілі аб'ект. У паветры авіяцыйная падтрымка верталётных пар Ми-24. Адпрацоўваюцца элементы вертыкальнага дэсантавання асабістага составу. Наступны этап форсирования водной перашкоды. Тут своя специфика. Гэты участок раки Мухавец судоходный. Таму есть коррективы на плынь и ландшафт прибережной частки. Водную перашкоду пераадольваюць и паасобку, и ў складзе зладжанай команды. У паветра таксама падтрымка авиации. На данной фазе учения мы отрабатываем выдвижение совместной тактической группы белорусско-российской в район выполнения поставленных задач. Я оцениваю, что все действия происходят у нас слаженно. В ходе выдвижения данной тактической группы также осуществляется розыгрыш некоторых тактических эпизодов. Вучэнне славянскае братэрства праходзіць ужо ў 6-й раз. У другім этапе бяруць удзел звыш 6 тысяч вайскоўцаў і 500 адзінак тэхнікі. Адна з задач – паляпшэнне ўзаемадзеяння дэсантнікаў абедзвюх краін. Каждый раз мы привлекаем не только различные соединения. Вы можете взять историю учений, и они проходят не только на территории Беларуси, а проходят на территории обоих стран наших. И меняется, в зависимости от условий, меняется и задача учений. На данном этапе обстановка здесь складывается вот такая, что необходимо эти элементы, особенно нам важны по преодолению преград, по разведпоисковым действиям. Мы провели слаживание подразделений, и сейчас сводное подразделение приступило к выполнению тех задач, которые стоят. Мы выбрали самые сложные элементы в подготовке как сил специальных операций, так и воздушно-десантных войск. Это, естественно, вопросы ночного десантирования, которые сегодня мы будем отрабатывать. Это вопросы, связанные с преодолением водной преграды, тем более мы преодолеваем судоходную реку. Наступны этап вучэнняў – адпрацоўка элементаў дэсантавання тэхнікі асабістага составу ў дзённы і начны час. Удзел у ім прэмія і авіацыя военно-касмічных сил Российской Федерации. Евгения Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».